мойке они. Значит, первая машина в мойке. Да, вот стоит. Одну моет, это вторая. Вот бурлаки наши. Один, второй моется. Ну, сейчас заценим. Юра, Серафим. Часть команды на месте. Да, будем вешать. Я там был, жил. На этой будем даже. Да, вот. В общем, друзья, у нас очередное приключение начинается сегодня. Сегодня 19 февраля. Завтра, по идее, мы стартуем 20 февраля. Вот приехали два таких вездехода, Бурлак из Кургана к нам. И мы едем в Батамай. Это около 1200 километров в одну сторону маршрут. Через Верхоянск, Сигенкюль. В общем, маршрут очень крутой. Это удаленные северные поселки. Чувствую, нас ждет очень интересное приключение. Должны стоять вертикально, да? Да. Да. А Ну, это, я так понимаю, не на этой будем машине размещать, сейчас-то в мойке. Экспедиционный там, да. а это получается Это грузопас. А, А размещать будем, крепить, в общем, я думаю, что крепить можем трейлингом вот к этим. Да, я понял, но... В этой экспедиции у нас несколько задач будет. Вот одна из них — это тестирование коротковолновых раций, которые разрабатывает Николай Александрович Находкин. О, безопасная Арктика. И вот сейчас вот решаем, как правильнее установить антенну на крыше, чтобы в пути, в дороге, там, в разных условиях местности, на разных расстояниях проверять, как будет связь. Ну, это мы отдельно расскажем. Вот мы находимся на 3-м канале сейчас. Мы проверяем коротковолновую рацию. Местоположение наше — мыс Святой Нос, это берег Ледовитого океана. И наш оппонент находится примерно 400 с лишним километров в Тикси. Мы можем набирать текст и отправлять его. И когда оппонент находится далеко, то цифровая передача, она проходит более четко. Также повезем в северные поселки там груз полезный. Планируем проработать маршрут, более удобный маршрут, чтобы доставлять также грузы в дальнейшем, возможно, в поселки, в которые они доставляются очень тяжело. Это вот тоже одна из задач. И тестирование резины какая-то будет. Ну, в общем, подробности попозже узнаем. Это я так пока поверхностно. Пока у нас только вот первый день встречи, самое начало сборов. Я так понимаю, машины в гараже будут находиться сейчас. Да, мы зайдем в гараж, потом Вот, там... в гараже уже мы разберемся, там... Зайдем на... там Грузопассажирский, здесь меньше посадочных мест. Ну, на самом деле здесь их Вообще? больше. А, даже больше получается, Ну, получается, да? То есть здесь нет перегородок, соответственно, места больше. В принципе, технически, если мы, допустим, где-то, ну, нам МЧСовцы сказали, говорит, ребята, говорит, вы запомните, говорит, мы с вами хоть и в экспедицию едем, то есть у нас задача вроде одна, но мы МЧС, поэтому у нас основная задача что? Реагировать в случае чего на какие-то экстренные оперативно. ситуации. Да. Если кто-то находится в беде, то мы меняем маршрут и едем спасать. Поэтому, в принципе, у нас здесь с вами можем это и медицинский отсек сделать по перевозке больных. Тут до 19 мест пассажировместимость. То есть вот мы Сидячих, размещали если, сидячих мест до 19. Я спал вот этот раз, мне достался, помню, раскладывали. Сюда. Ну тут Ну, вот это место. Артем, водитель-механик. Просто этот... Первый из команды Бурлака, с кем мы познакомились сейчас. Серафим осваивается. Тоже станция. водитель вездеходной техники у нас он. Удобно сидеть? Да, Как очень. посадка, да? Ну, смотрите, Ну, для Якуто самое то. Да. Вот, я тоже видите? покатался. Копейски не ставите, дорого. Очень дорого. Ты что? 90 тысяч. Везде обеспехеры тут, обеспехерли вы. Честно. По качеству, у нас ребята 20 лет уже эти бинары, планары делают. Они их не только у нас в России продают, но и в Европе, и продают, и в США продают. Поэтому по качеству они не уступают Эбершпехерам и Вибаста. Это же чисто российское производство, да? Вездеходы было? Бурлак, да. Это чисто российское производство. Тут из комплектующего импортная только у нас двигатель. Плюс это еще
скорее всего, тоже будет замещено у нас. У нас есть наработки с EMZ двигателями. Вот, поэтому... Скоро полностью будет. Да, конечно, процентов на 100 состоять из российских комплектующих. У В нас, Кургане производство? да, данные вездеходы производятся в Кургане. Они производятся, есть производство отдельное в городе Екатеринбург. Но там мелкосерийная партия. А здесь, в Кургане, это крупносерийное, такое масштабное производство. Сейчас мощность у нас производства это 4 вездехода в месяц. Уже завод у нас расширяется, уже построен цех отдельный специально для производства до 30 машин в месяц. То есть мы увеличиваем мощность практически в 10 раз. Соответственно, ну и естественно, это серийная сборка, это сборка по госзаказам для крупных коммерческих структур сборка. Вот. Ну, то есть, скажем так, проект переживает вот сейчас свою трансформацию из... Но он уже пережил ее еще года 2 назад, то есть когда это было просто, скажем так, изобретение какого-то конструктора, гениальное такое, да, изобретение. Теперь это стало вот воплощением, да, массовым, серийным, то есть уже входит, скажем так, для общего пользования. И не только для общего пользования, но еще и выполнения каких-то очень серьезных задач государственных, государственной важности. Надо на севера внедрять такую. Да, да. Для чего это... едем испытывать, что вот... Основное направление сейчас, и это с 2022 года, нашим правительством был указ, что это Арктика, освоение, да, и основная проблема вообще в Арктике это отсутствие логистических цепочек, как мы понимаем, а логистика это все, да, это логистика для поселков, логистика для портов, обеспечения, то есть обязательно должно быть наземное. На самом деле эта экспедиция очень много чего нам, каких данных, цифр принесет, ну это с точки зрения, допустим, для того же министерства МЧС, да, для нас, для производственников, это отличные данные вообще, своего рода для нас это такое испытание машин. Ну да. Соответственно, мы тоже посмотрим показатели по проходимости, по показатели по эргономичности, по удобству, вообще как она себя будет показывать в эксплуатации. Может быть, какие-то проблемы, болячки обнаружим, это лучше сделать сразу на этапе производства, чем это будет у клиента. Поэтому для нас эта экспедиция тоже большой ценный опыт. А внешне они одинаковые, да, практически? Внешне одинаковые. Ну да. Там внутри только он жилой. Все, один помылся. Сергей, второй водитель-механик, да? Да. Или третий? Да, без разницы. Как у вас нумерация есть? Первый, второй, третий, без разницы, как То же удобно. самое, да? Да, то же самое. Добро пожаловать в пассажирский отсек. Так. Здесь примерно одинаково. Привет. Пока сохну. Да. Сгребали здесь чуть-чуть. Аккуратно головой. Тут верхняя полка есть? Нету? Да, есть. А, вот она там, чуть туда. Я помню, что у нас была. Вот здесь уютненько, да. А там грузовой. Такой уже небольшой. Чисто. Можно сзади выходить при желании. Также. Вот скоро тут разместимся всей дружной компанией. Ну что, нас, похоже, ждет интересное приключение. Сейчас едем на Мунях с Николаем Александровичем. С ребятами, которые там С ребятами. спасателями, но. А то я еще, мы только-только знакомимся со всей командой. Я вот, кроме нас троих и Николая Александровича, не знаю, кто еще будет. Поэтому это всегда интересно, новые знакомства. Ух ты. Санина любимая песня. Это как раз спасатель Совсем по прямой до Сахтырыва 600 копеек. А так как это идет, ну 1000. Ну, берем 750. 1000? Примерно. Не, что-то много. Ну, грубо говоря, все равно надо взять. Ну, Сейчас, заплата, вот голосовать будем, сейчас ночевать. зайдем в компьютер, посмотрим. Сандебала там остается, ну, 400.
Ну, он примерно сказал это, до тебя до конца, наверное, до Батамая. 300 литров. Или 400 литров. Я точно не помню. Нет, не понял. До Себянкюля 500 километров. Да и тут Батагай. 1200 по дороге потратил. Это вокруг. Да. Тут меньше нужно. Да. Ну. Половина. Примерно 400. Еще что? Так, Официальное заявление. это испытание вот коротковолновой связи. Вот. Рации. Да. Спутниковые-то они под угрозой отключения. Вдруг по пути отключат. Да, и экологические пробы. Экологические пробы. Потому что там места дикие, но очень скоро будет там промышленное освоение. Короче, по всему маршруту пишу взять экологический проб. А это такое, да? Да, это. Золотодобытческое. Да. Попробуем доставку груза. Ну, гуманитарный. Да. Попутно, да? Да. Скоропорта. Ну, теплых этих фруктов, скажем. Не фрукты, Для кого? Детский сад. Второй вопрос по снаряге. Что есть, что еще нужно, и это еще можно решить до завтра, до утра. Вот эти два вопроса давайте обсудим, а потом уже остальные все вопросы. Нужна только вода, которую в дороге будете пить прямо из Ну бутылок. там 3 упаковки у нас есть. Это мало на один Емкости 3 по 60 под воду, под питьевую у нас есть. Можно набрать. Это можно с колонки, у нас в колонках сейчас питьевая вода. А нормальная. это В экспедиционном тоже нет, да, спидополовины? Ой, я-то надеялся, что есть. Это уже проблема. К сожалению, нет. Снегоплавения нету. Нету, это уже. В этом плане мы, если необходимо оттаять снег, у нас есть... Мы уже пообщались и емкость, решили. Термоплот. Есть термоплот, есть емкость, да, у нас, я так понимаю. Да, 3 по 60. 3 по 60 литров. У нас есть планары 2 в каждой машине. Собственно говоря, с помощью планаров, это воздушный автономный отопитель, дизельный, он подает большой поток воздуха до температуры там, Ну, в общем, все это решаемо. Собственно Только- говоря, просто опустим, То есть опустим нужна бадью, емкость, желательно да. металлическая, которая бы не... Не, можно просто сверху Еще одного опустить члена воздух, экипажа поток забрать горячего надо. воздуха, он ее растопит. Бензопила сколько? Одна. Одна бензопила еще. Берем вторую? Да. Коускварну тогда берите. Не поленитесь, все Ножницы там купите есть. минимум лекарств, таких как от расстройства желудка, там от температуры и там от головной боли, ну и от боли там. А расходники также под сиденьем, да, то есть вы сначала перекачиваете, я думаю, нормально. Даже если она загустеет, она здесь будет отходить. 80 литров там под сиденьем. Ну и нормально. К нам присоединился Сергей Саймон, тоже путешественник. Вместе будем параллельно съемку вести. Ящики, кажется. Все в сборе. Глазами, Ты двумя же глазами. по Арктике ездил тоже, да? Я так не- посмотрел. Немножко На ездил. севера гонял. С опытом, Серега. Да, в прошлом году на бурлаках мы на Великицкого доехали. Ну, точнее, у нас был один бурлак и 3 внедорожника. Сюда нет уже, да? Сардах, Это под Волголахом, Верхоянск. через Вардах есть. да. А вот то, что налево, мы же с Себянкюля пойдем прямо на север. Себян-Кюэль, вот она эта дорога на Батагай-Алыта. Ну вот она и есть. Ну, тем более. Сфотографируйте, будете по ней ехать. Ну, собственно, друзья, такое вот приключение очередное нас ожидает. Сейчас на 2 недели примерно у нас все это по времени займет. Постараюсь сейчас это видео сделать, загрузить. Может быть, успею какие-нибудь коротенькие. Давно хочу все-таки что-то короткое выпускать, чтобы как-то вот не совсем пропадать. Напомню, сейчас у меня основная задача — это фильм, который я делаю. И сейчас у меня получается перерыв, это экспедиция. Я на самом деле перезагружусь, потому что уже устал, уже тяжело творчеством заниматься. И с новыми силами вернусь в марте. С новыми силами вот надо будет уже завершать. Хотя еще работы достаточно много. Так что все, давайте. Всем пока, до новых встреч.